Испытано на себе. Привет из южной столицы республики. Помимо промышленного размаха, наш регион известен еще и тем, что на его территории находится и Ингринский, и Венкийский национальный наследник, куда, собственно говоря, мы сегодня и отправимся. И попытаемся на себе испытать все тонкости и нюансы профессии оленевода. А помогать в этом мне будет мой друг по приключениям Дима Болотков. Дима, привет! Привет, Серег. Ну что, ты готов? Конечно, готов. Я всегда готов на встречу приключениям, поэтому жду больших эмоций, впечатлений, сложностей, которые будем преодолевать. Все это будет обязательно. Но по роду своей деятельности я уже неоднократно бывал на стойбищах у ивенков, у оленеводов, и поэтому более-менее знаком с их бытом. Но вот Дима, несмотря на свой многолетний туристический опыт, едет на стойбище впервые. Тем, друзья, нам и будет интереснее понаблюдать именно за его эмоциями. Ну что у нас там по провизии? Ну все, я провизии практически всей купил, исходя из нормы нашего потребления. Сейчас заедем, еще немножко докупим и в путь. Ну что тогда, отправляемся, погнали! Погнали! Что ты знаешь о волках? Манай вызывает базу, ответьте, ответьте. Итак, мы прибыли на оленеводческую базу к Виктору Наумову. Именно он и взялся курировать нас в этом проекте. Отсюда перегружаемся на буран и на дальнее стойбище, которое называется Манай. Дело идет к старту. Мы наконец собрались, взяли с собой немножко покушать. И сейчас стартанем на дальнее стойбище. И начнется наше приключение. Я не могу держаться уже, сил нету. Ваши впечатления? Это только начинается, друзья, приключения. Мы этого ждали, но супер. Думаю, кино будет вот такое. Побежали. Ой, я не знаю, сколько сейчас времени, но мы наконец добрались до дальнего стойбища. Ё-моё. Серега. И здесь мы остаемся одни. Будем сейчас обживать, и через 2 дня сюда прибудет стадо оленей. И начнем. Серега, говоря. а сколько раз я вылетел нафиг из этих нар? Димка, не валяшка. Это капец. Расскажем немножко про наш быт. Вот такая палаточка у нас. Смотрите, вот такая вот скромненькая. Вот там Серега у нас в комплекте. У нас колоночка скромная с собой есть. Хорошая колоночка. Газ мы взяли, чтобы не мучиться готовить на печке, потому что жарко. Вот. Спим, как видите, вот на шкурах. Вот медвежья шкура, смотрите, красивая такая, пестренькая. Оленья шкура тут же вот
Ну, тут есть немножко одеял, но сверху одеял тоже шкура. Без шкуры нельзя никак. Очень тепло, видите, в футболке, хотя на улице ветер бушует, холодно достаточно. Пес у нас есть в этой экспедиции. Оставили нам оленеводы рыжего персика. Прикольная собака, ленивая. Зато все сжирает, что падает на пол. Через 2 дня, как и обещали, прибыл Виктор с супругой Ириной и пригнали 17 оленей на наше попечительство и провели инструктаж. Так, Дима, у нас задача такая. Сейчас мы берем, я тебе двух маток даю вместе с палками. Надо за палки взять Хорошо. и идти потихоньку по этой тропинке. Там ельник. Ага. Доходим до ельника, я остальных отпускаю и потихоньку за тобой их гоню. Около ельника мы их отпускаем. Надо, главное, чтобы они вот на эту дорогу не вышли. Если они выйдут, мы завтра их не догоним. Они домой уйдут. Они домой уйдут. Надо вот, чтобы сюда дошли. Это вот палки вешаются, чтобы они у нас не стартанули домой. Ну, палка ногам просто по ногам бьет, мешается, да, и они далеко не уходят. Подожди, а как? Так, ты берешь вот, Ага. сейчас я тебе еще одну матку дам. И Какой? я тебе дам, когда команду. Ты потихоньку пойдешь. Хорошо. Слушай, ну весит эта палка тогда? Тяжело у тебя, наверное. Шея у тебя мощная. Я с такой палкой точно далеко не убежал. Вообще далеко не убежал. Пойдем. Что-то не идут. Лени, пойдем за мной. Вот. Вот. Один пошел. Вот так будете делать каждый вечер. Завтра я уеду. Будете вечером постоянно угонять туда, утром пригонять. Утром я еще покажу, как ходить за ними искать. Ну, все объясню. Чуть-чуть вправо уйди с оленями вместе. Сейчас. Двумя. Сейчас уйду. Вправо от дороги уйди. Сейчас. Чтоб этих оленей, чтоб пропустить. Все, отпускай. Да, выгоняй. Во, отлично. Все, пошли. Все. Они там что, зацепились, что ли? Ну-ка. Да нет, не зацепились. Ну-ка. Не, все разошлись. Все. Завтра утром по этой же дороге придешь. След свежий. Когда ты их, вот смотри, вот олени, да, кормуются? Ага. Их надо обходить. Обходишь Ага. и начинаешь их выгонять на дорогу. С той стороны загонять? Да, с той стороны. Все, Хорошо. задача ясна. Ясно. Все, пойдем отдыхать. Где тут остановка автобусная? Я домой хочу. Автобусная. Выдав все необходимое ЦУ и напутствие ранним утром, Виктор уехал на базу. Ну все, я уезжаю. Я вам все объяснил. За оленями смотрите. Ну и будем на связи. Все, пока. Давай. А мы отправились за оленями, которые всю ночь кормовались, забегая вперед признать, что мы 2 часа искали веренное нам стадо. Слушай, ну копытили. Прям до ягеля вдоль дороги. Ну, значит, пойдем по их следу. Это хорошо. Сытые будут. Вон тоже нарыто. Ладно, пойдем дальше. И где наши олени?
Ну, паслись нормально, ягеля накопали. Ну да, главное, чтобы... Ну, туда много следов пока не видно. Пойдем дальше искать. А что, если стадо ушло туда, на кордон, за 20 километров? Лыжи вперед, да? Олени! Олени, вы где? Где мои олени? Уже час. Я не могу найти своих оленей. Первый раз отправил пастись. Первый раз отправил. Витек, приедет! Где стадо? Нету стада, блядь. Вот не смешно, так не смешно. Давай, давай, что, встал? Беги нахуй, скорость. Хоть, хоть. Ну, наверное, самый сложный — это как давать им команды, потому что оленеводы используют много слов, которые мне не знакомы. Знают их все по именам, они знают их повадки. И очень тяжело. Ты вроде ему кричишь, чтобы он шел к тебе, а он бежит от тебя. Ты его пытаешься загнать, а он тебя обходит и, наоборот, убегает от тебя. И по сугробам бегать как бы очень сложно. Если олень еще более-менее ноги узкие, проваливаются глубоко, но он очень ловко ими перебирает, то ты как танк идешь по колено, выше колена даже по снегу и просто не успеваешь, а он вокруг тебя носится. Ну, блин, сложно, страшно. Страшно упустить. Где же его потом в тайге ловить-то? Испытано на себе. Испытано на себе. На утро мы проснулись с огромным грузом ответственности. Шутка ли? Стадо оленей, которое ждет от тебя проявления заботы, а точнее еды в виде комбикорма, который они уплетают за обе щеки. Вот так вот. Идем на разведку, изучаем ландшафт, запоминаем, куда будут уходить олени, чтобы потом найти. Заодно тропу себе набьем. Рыжий он шкует вовсю. Прям отрывается по полной программе. Это наш временный друг.
Нас ивенки забросили на самую дальнюю точку своих земель. Где-то если по километражу, километров 150, наверное, мы от нее где-то находимся. Ни души, ни соринки. Глухарь. Большой, красивый. 2 штуки видели. Вот. Сакжоя видели, дикого оленя. Стрелять не стреляли. Жалко. Вдвоем все равно не съедим. Так что вот. У нас где-то там Такарикан, там Ганам, там Тимтон. Накормили оленей, привязали, и пока у них сон час, мы вышли на разведку. Посмотреть дислокацию, ну и поснимать панорамки хребта, который сзади. Так вот, если говорить о трудностях, то в какой-то момент показалось, что тяжелыми были первые 2 дня. Ну а дальше то ли мы привыкли, то ли олени подружились с нами. В общем, к концу 3-го дня нам уже не пришлось бродить по тайге, собирая оленей. Они уже сами бежали на зов. Вот на 3-й день уже мы смело выгоняли их, мы уже четко понимали, где они будут кормиться, куда они пойдут, куда не пойдут, как их обмануть, чтобы они не выходили к дороге и не пытались удрать на свое стойбище. Вот. Где-то на 3-й день уже стало намного легче. Мы уже даже научились их голосом зазывать обратно. Не просто ходить по лесу собирать, а кричать, стучать, давать команды, и они собираются и приходят на стойбище. То есть, прям облегчило нам задачу. Оцени, что я им читаю. Итак, сейчас найдем нужную статейку. Для того, чтобы ваш желудок хорошо работал, вам ежедневно нужно употреблять ягель. Понятно? Он очень полезен для вашего пищеварения. Так вот, для того, чтобы найти в тайге ягель, вам необходимо последовать в тайгу, используя свое обоняние, найти под снегом ягель. Так! Прекрати там башкой вертеть. А ты не мешайся мне здесь. Встань ко всем. Нужно аккуратно правым копытом. Я тебе сказал, слушай. Правым копытом нежно начать копать снег. И откидывать снег назад. До тех пор, пока вы не доберетесь до ягеля. Понимаете меня, нет? Голодают, стоят, деревья лижут. Вы не дятлы, чтоб деревья жрать. Классно как. Нас многие спрашивают, как мы с собой тащим воду в походы. Летом это ручьи и реки, они очень чистые. Там берем. А зимой, когда нет ручьев, нигде напилить лед, ставишь котел. Вот так вот. Вот так. И набираешь снег. Самое главное, чтобы туда какашечка оленя не попала.
всей воде хана. Вчера пробовали. Маленькая такая. Такая маленькая-маленькая. Но потом пить вообще не хочется. Прям вообще. Ну все, Серег. Оленей я угнал сюда на поляну. Там ягеля вроде побольше. Часика через 2, наверное, пойдем разбираться за ними. Виктор на связь выходил. Попросил березы там ему нарубить. Новые сани делать будет. В этот день мы впервые запрягли оленей и отправились сначала за дровами, но уже потом за березой. Сверху. Стадо не сильно большое, у нас получается 17 оленей всего. Я не всех выучил еще по именам, но есть молодой бычок Домино. Он очень наглый такой, смелый, прям красивый. Вот, безусловно, это, наверное, вот мой один из любимчиков. Потом мне понравилась олениха. Сейчас у нее имя такое интересное. Ля Ридо. Вот у нее очень красивая белая мордочка. И она спокойная такая, тоже непугливая. Ну и, конечно, ключевой, самый главный олень из всего стада, наверное, это малыш. Это сильный, большой олень с большими рогами. Он у нас ведущий. То есть, когда мы делаем упряжь, он всегда первый, он ведет всех остальных. Именно когда мы отправились за березой для новых саней и познали все прелести управления оленей упряжкой.
Знаете, говорят, самый безопасный вид транспорта это самолет. Так вот врут. Самый безопасный вид транспорта это олени. Вот вы только посмотрите на эти милые задницы. Ну как они могут принести какую-то беду или несчастье? Да при такой скорости ты даже если вывалишься, то точно ты не пострадаешь. Так что переходим на оленей. Это экологично, безопасно, ну и иногда еще и вкусно. На связи. Здравствуйте. Приветствую, Виктор. Да все отлично. Олени как у вас? Кормуются. Отправили час назад их туда вверх. Недавно прошли в вашу сторону волки. Надо будет их пригнать, наверное, и смотреть за ними. Все понял, услышал. Пошли. Ну все, давайте, до встречи. Хорошо. Дима! Там волки! Испытано на себе. Испытано на себе. Что, пойдем стал забирать? Серега, прием, прием. Да, на связи. Все, я стадо обошел, начал гнать на тебя. Встречай. Понял, встречаю. Мок! 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 К приходу волков мы подготовились основательно, ну если можно так сказать. Даже ночью организовали караул. Так. Упал сторожок. На следующий день мы решили подстраховаться и оставили оленей в стойбище, периодически подкармливая их, а сами решили устроить засаду. В принципе, у нас капкан заряжен. По идее, если у нас волк наступает,
Они вернутся. Они обязательно вернутся. И пойдут они именно здесь. Позади мы капканы поставили. Внизу вчера шуганули их хорошенько. Поэтому у них один путь, только сюда. Что ты знаешь вообще о волках? Да не особо много. В основном с телеканала Discovery. А я из Маугли. Слушай, ну может это, не знаю, как-то территорию пометить, что ли? Ага. Давай засым тут все. Опа. Уж и не знаю почему, но хочется верить, что из-за наших оперативных действий. Но волчья стая не рискнула вступать с нами в единоборство, а развернувшись, ушла куда-то на восток. А мы зажили прежней жизнью оленевода, постигая этот кочевой таежный быт. Надо идти собирать оленей. Где-то они пасутся. Мок, мок, мок! Кушать подано, идите жрать! По башке себе постучи! Мок, 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 мок! Мок! Мок, мок! Серег, а куда бумагу туалетную положили? Там в рюкзаке в углу посмотри. Для того, чтобы олени привыкли к месту стоянки, мы периодически подкармливали их комбикормом. Ну, а на десерт так называемый оленей чупа-чупс. Перемешиваешь муку, соль и воду и наносишь на деревья, которые они потом аппетитно облизывают. Вот скажи мне, Олень, в чем счастье? Не знаешь? Вот я не знаю. У тебя сегодня хороший день? А? У меня, слушай, отличный. А что будешь делать через часик? Что будешь делать? Спать. Вечером опять отправим тебя пастись. А утром искать. И так каждый день. Хорошо. Друзья, привет! Мы 5-й день в экспедиции, и нам вновь подвернулась удача. Я поймал то, что залезло ночью ко мне в рукав. Знаете, чудесное ощущение, когда ты спишь. Сереге-то хорошо, он в спальник застегивается, а я им просто укрываюсь. Ну, чувствую, надо начать застегиваться, а то вот такая вот штучка прикольная. Это называется лемминг. Это какая-то мышка такая. Но я его есть не буду, я его собаке скормлю. Классная штучка. Надо домой. О, кстати, доченька Олеся, если ты увидишь это видео, давай вместо свинку морскую выкинем, а заведем вот такую вот штуку. Она прикольная, такая.
Спустя неделю Виктор с супругой вернулись принять сытых, здоровых оленей и проделанную нами работу. Ну что, друзья, вот и позади наша неделя. Спасибо Виктору с Иринкой. Приютили нас, показали, рассказали. Теперь мы полны опыта. Мы стали оленеводами. Ну что, всем привет! Ура! Ура! Съемки закончены, домой! Ну а мы тем временем подведем итог. Во-первых, это очень много эмоций, впечатлений. Это, это новое и очень интересное приключение. Во-вторых, мне очень понравились люди. Прям им отдельное спасибо. Они нас здорово выручили, рассказали, показали. Этот клич, когда ивенки зовут оленей, мок, мок, мок. Единственное, у нас не было специальное приспособление из копыт сделано. Они вот так вот, как трещоточки такие, они стучат и говорят мок, мок. И олени привыкли, и они сами уже идут. Но мы выкрутились с положения, попробовали, взяли тазик. И я по тазику бил, ходил и кричал мок, 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 мок. Ну, если честно, для начала мы это решили проэкспериментировать, просто для кадра, чтобы снять, чтобы в кадре было, якобы мы их зовем. Но каково наше было удивление, когда мы поднимаем голову, а олени идут на этот зов. И тут как бы с добра сразу полмешка комбикорма. Им нате, кушайте, да какие молодцы. Ну, в общем, вот после третьего на четвертый день уже все у нас отлажено стало. Ввиду всех наших предыдущих приключений, конечно, нам этот быт не нов. То есть мы уже привыкли жить в палатках и зимой, и летом, готовить еду на скорях из полуфабрикатов, все. Поэтому вот именно в быту не могу сказать, что было что-то сложное. Вот, наверное, самое сложное и самое страшное, когда я напугался, это мы в первый день, в первый вечер мы выгнали оленей пастись на ночь, и на следующий день мы очень долго их не могли найти. Мы около 2 часов лазили по всем окружным сопкам, они наследили, понарыли, а найти их не могли. Вот тут вот было переживание. Во-первых, мы далеко ушли, как их гнать и собрать. Вот, наверное, вот это самая ключевая сложность, которая меня напугала в этом мероприятии. Правда, было сложно. Если долго-долго-долго, если долго по дорожке, если долго по тропинке, то подъехать и бежать, то, пожалуй, то, конечно, то, наверное, верно, то, возможно, можно в Африку прийти. Такой ширины, в Африке горы вот такой вышины, крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты и зеленый попугай. На тропинке, и как только на дорожке встречу я кого-нибудь, то тому, кого я встречу, даже зверю верю, не забуду, буду здрасте говорить. Здравствуйте, реки вот такой ширины. Крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты и зеленый попугай. Наше приключение закончится. Нам не нужно будет каждое утро выгонять оленей, искать оленей, пасти оленей, кормить оленей, мыться в снегу, гадить в лесу. Но есть один плюс. Конечно, мы будем скучать. И для того, чтобы эти воспоминания были всегда свежи, мы будем все это смотреть на канале у Сереги Козюры.
Испытано на себе.